Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабадском парке Ташкент состоялся концерт мастеров искусств Узбекистана. В Туркменистане прошла первая комплексная экспедиция по изучению грязевых вулканов и другие новости. Мероприятия в рамках Дней культуры Республики Узбекистан в Туркменистане продолжились в столичном парке Ташкент. Громогласные звуки барабанов возвестили о начале концерта под открытым небом. Артисты ансамбля «Маком» имени Юнуса Раджаби представили для жителей Ашхабада и гостей столицы насыщенную музыкальную программу, в которой прозвучали народные песни и мелодии, исполняемые на традиционных инструментах. В Туркменистане начали проводить масштабную научную инициативу по включению уникальных грязевых вулканов Ак-Патлавук и Гёк-Патлавук в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Недавно состоялась первая комплексная экспедиция в этом направлении, объединившая ведущих специалистов страны. Туркменский национальный институт мировых языков имени Давлетмамеда Азади получил в дар от посольства Китайской Народной Республики в Ашхабаде книжные издания. На торжественной церемонии представители дипмиссии КНР вручили преподавателям кафедры восточных языков и студентам, обучающимся по специальности китайский язык и литература, учебники, учебные пособия, словари, сборники произведений и стихов выдающихся китайских поэтов. В Туркменистане запущена глобальная программа «Доктора для почв». Инициатива по обучению фермеров, направленная на укрепление знаний сельхозпроизводителей в области устойчивого управления почвами и оказания поддержки в удовлетворении потребностей сельских сообществ. 22 ноября в Ашхабаде стартует двухдневный фестиваль корейской культуры. Мероприятие, организованное посольством Республики Корея в Туркменистане, включает бесплатную культурную программу в торговом центре «Аркач» и гала-концерт в театре имени Махтумкули. Посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев встретился с вновь назначенным послом Испании в Туркменистане с резиденцией в Москве Рикардо Мартинесом Васкесом. Испанский посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, неизменным приоритетом которой было и остается широкое международное сотрудничество в интересах мира. В Туркменистане большое внимание уделяется обучению иностранным языкам в образовательных учреждениях. В связи с этим обеспечение учебниками и словарями для языковых курсов всегда остается в центре внимания. Недавно был издан турецко-туркменский словарь, включающий около 20 тысяч слов и словосочетаний, активно используемых в современном турецком языке. В преддверии знаменательной даты 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был представлен официальный логотип юбилейного празднования. Графический символ отражает историческую значимость события и объединяет современное видение с традиционными элементами праздника Победы. Логотип станет центральным визуальным элементом всех мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в 2025 году. Он будет использоваться в оформлении городских пространств, на памятных материалах и в медиапроектах. Американский актер и комик Калимар Уайт создал необычный сервис, который позволяет сотрудникам компании анонимно высказывать претензии своему начальству через специально обученных представителей. Сервис позиционирует себя как инструмент для создания более здоровой рабочей атмосферы, где каждый сотрудник может быть услышан. Сборная Ирана одержала победу над командой Киргизстана со счетом 3-2 в матче 6-го тура 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026 в азиатской зоне. Иранская сборная, набрав 16 очков, уверенно лидирует в группе А. Команда Киргизстана с 3 очками занимает 5-ю строчку турнирной таблицы. В параллельном матче группы А сборная Узбекистана во Вьетьяне минимально обыграла команду КНДР 1-0. Победный гол на 44-й минуте записал на свой счет Абосбек Файзулаев. Сборная Узбекистана сохраняет за собой вторую позицию в группе А, дающую прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Туркменский боец Давлетжан Яхшимурадов готовится к важнейшему поединку в своей карьере. 29 ноября в Саудовской Аравии он встретится с американцем Импой Касанганаем в финальном бою Лиги ПФЛ, где на кону будет стоять чемпионский пояс и призовой фонд в размере $1 миллиона. Яхшимурадов подходит к этому поединку в отличной форме, имея впечатляющую серию из 6 побед подряд. Его последний триумф состоялся в августе на турнире PFL 8 в Голливуде, где он уверенно победил австралийца Роба Уилкинсона единогласным решением судей. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.